После событий в Дагестане власти Ингушетии считают необходимым усилить профилактическую работу в рамках антитеррористических мероприятий. Об этом говорили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии. Для сохранения стабильности в Ингушетии помимо общественных организаций духовенства надо привлечь экспертов, политологов, представителей правоохранительных органов, силовых структур. Их профессиональная компетенция сможет стать убедительным аргументом в разъяснительной работе среди молодежи, считает Калиматов. По словам главы региона, в политических играх противоборствующих сторон именно молодежь является самой уязвимой категорией. Также было отмечено, что в Ингушетии серьезное влияние имеет религиозный фактор и будут предприниматься действия раскачать здесь ситуацию в контексте палестино-израильского военного конфликта. Перед главами региона, правоохранительными и силовыми структурами президентом Путиным поставлена задача по защите конституционного строя страны, прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. Наш президент считает, что Палестина помочь только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Россия борется с ними в рамках специальной военной операции. Мы уже помогаем им. Такое же понимание ситуации должно сложиться и в молодежной среде, и у населения в целом. Поставлена задача по защите нашего конституционного строя, прав и свобод граждан, межнационального, межрегионального согласия. И в случае возникновения малейшей угрозы наши совместные должны быть своевременными, четкими, твердыми в соответствии с установкой нашего президента. Вот и все. События, происшедшие в Дагестане, они сигнал для нас. Нельзя нам ни в коем случае допустить каких-либо здесь беспорядков. Серьезная разъяснительная работа, это надо конкретно Миннацию, правительству в целом. Это уязвимая часть у нас, то есть поближе к молодежи. Минспорт, комитет по молодежи, где собираются, вот у нас любят там в горы выезжать, там какие-то даже официальные встречи, что там за люди. Чтобы у вас информация была, надо с ними беседовать, разговаривать, понимаете? Но объяснить. Риски есть всегда. Нельзя допустить провокации. Надо всем это понимать. Я вас прошу, любая ситуация, круглосуточно, мне докладывать.